Отче, уже больше года мир находится в фазе такого серьезного перестроения, переформатирования. Падает и исчезает то, что казалось незыблемым. Появляется что-то новое. Все это с кровью, с трагедией. Как смотрите на это вы? Как вы смотрите на эти события из Абхазских гор? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица единосущная нераздельная. Вопрос очень актуален, не только сегодня, а и во все времена. Как только Рождество величайшее произошло в Вифлееме, и тут-то начинаются вот эти волнения человеческие, и ни в чем не повинные 14 тысяч младенцев убиенных. Ирод так захотел. И не захотели, но волхвы пришли со всего мира, с Востока, они поклонились Христу, Богу. И самое лучшее, что было из этих материальных ценностей, они принесли и положили Христу. И Христос – это истина, это Рождество, его связано было с началом бессмертия человеческого рода. Но, к великому сожалению, мы имеем те факты, которые сегодня существуют. Но это не означает, что нет выхода. Выход, мы же помним прекрасно в истории, как выходили евреи из египетского плена. Выход же был, и море же препятствовало, чтобы догнать этих уходящих людей, которые исходили из этого плена. Это был промысел Божий, это Господь сделал так, потому что Он показал всему роду человеческому, что нельзя никого пленить. Мы все должны братья любить, человеколюбие проявлять друг другу. И все равно род человеческий, он все равно остался в том понимании, как он хочет, а не как хочет Творец неба и земли. И вот вся вот эта ситуация, о которой вы задали вопрос, конфликты, это все происходит от того, что человек перестает жить со своим Творцом, не соединяется с этой правдой и жить по-евангельски. Евангельское равенство всех народов, живущих на этой планете. Но не делаем мы так, как нам говорит небо. Небо говорит нам. Вот Рождество, потом в Иордане небо говорит нам: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте, в нем мое благоволение». Иорданская струя, крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и мы заново рождаемся с Христом. И начинаем жить, поживем во всяком благочестии и чистоте. Благочестие и чистоте. Если нет благочестия и чистоты, род человеческий превращается вот тот, который мы имеем в виду, конфликты, войны. Ведь в итоге что нужно человеку? Смысл человеческой жизни – это жизнь будущего века. Вот символ веры заканчивается словами «Чаю воскресения мертвых и жизнь будущего века». Мы должны готовить себя к этому будущему. И готовить вот через благочестие, чистоты, через воздержание. Сейчас вот Великий пост. Значит, надо иметь воздержание, молитва и пост. И тогда, конечно, эти конфликты исчезают, как дым. И конфликты исчезнут только тогда, когда мы вооружимся этой верой православной. Вооружимся мы верой и начнем управлять, если есть, скажем, над кем или управлением, да, скажем, человек нуждается в управлении. Но каким управлением он этим истиной управляет или нет? Если он будет управлять по-православному, что это человеколюбие, проявленное к нему, ни один волос его головы не упадет. Ну, царь – это лучший. Лучший, когда приходят к власти, и не ради власти, а ради вот этого народа, над кем он имеет власть. И это есть православное вероучение, которое дает возможность нам уйти от этих конфликтов. И это возможно. Возможно тогда, когда человек, вот как мы видим это все, того, чего желаю себе, желай ближним. А мы все ближние. Нету Елена, нету Иудея. Вот когда это все исчезнет, вот тогда будет мир всем. Как вы
видите причины конфликта в Малороссии? В чем была допущена ошибка и когда это произошло? Что стало корнем нынешнего кровопролития? Ну, я вот еще раз скажу, жить по этим законам, которые дали нам вот божественный закон, закон, который дает нам возможность, вот Ветхий Завет. Вот мы же прекрасно знаем, как соединяется Ветхий с Новым. Псалтырь Давида. Давид, царь, как он высказал, как он сказал в Ветхом Завете. Мы же это используем в Новом Завете. А в Новом Завете мы говорим о воскресении Христа. Если Христос не воскрес, наша вера тщетна. Вот воскресение. Ведь всем же это нужно, воскресение. И царям, и президентам, и всем живущим людям, и воинам, и тех, кто в темнице, в больнице. Все мы чада Божие. Все, без исключения. Как вот это вот сделать такое вот равенство? Как это сделать такое, проявить человеколюбие? Даже не осуждать того, кто пытается тебе унизить, оскорбить. Вот здесь быть над всеми этими и оказаться вот, выше этого всего и молиться за всех тех, кто нам нанес обиду, кто оскорбляет, кто унижает. Вот смысл православного вероучения. Если когда человек вооружен этой верой, и когда есть такие правители, которые эту веру имеют, исчезает все вот это конфликтное, исчезает все вот это негативное и позитивное, дающее нам возможность носить тяготы друг друга. Это очень необходимо нам. Если кто-то думает, что когда он делает зло, или он там лжесвидетельствует, он это делает все против себя. А если он сделал добро, он все делает себе, готовит себя в будущую жизнь, которая ждет нас всех. Вот православное вероучение, она очень настолько, ну, вот символ веры, там все заключается. И вот воскресший, третий день, снятый с креста при Понтии Пилате, и заканчивается такими словами. Вот воскресенье. Ждать, и делать, чтобы ты участвовал в этом воскресенье. Сейчас я знаю, что в Абхазии недавно были запрещены детоубийства, аборты. Они не проводятся на территории Абхазии. Может ли это быть решением и политических, и экономических, каких угодно других проблем? Государство, которое убивает, это государство как дом на песке. Когда государство... Ну, конечно, в государстве бывают убийства, но когда государство это узаконивает на уровне каких-то там конституционных прав этого человека, убивать. А в этом и есть опасность. И слава Богу, с помощью Божией, они обращались к нам, к православным священникам, власть оказалась наша на высочайшем уровне. И решиться запретить. Это такой подвиг. Выше этого подвига Абхазия за все свои вот эти тысячелетние истории, это очень важный такой был вклад в решение этого вопроса. Это было очень своевременно, актуально. И дай Бог, чтобы все народы научились это делать. Все государства. Нельзя участвовать в этом убийстве. Да, случаются какие-то определенные... Но мы сейчас не будем констатировать факты, почему это происходит. Муж и жена не хотят убивать своих детей. Зачатый ребенок, он рождается, ждут с радостью. Ну, почему-то хотят скрыть вот это незаконное отношение его и ее. И вот это убийство, оно как бы... Но это опасно. После этого всего женщина рожает уже неполноценных людей, которые могут потом... Вот и болезни вирусного характера, все это связано с взаимоотношением благочестия и чистоты. Если это происходит в государстве, значит, там вот богатыри рождаются. А богатыри рождаются, когда там благочестие, чистота, когда взаимоотношения, все, значит, на таком уровне закона.
значит, венчанные, не позволяют себя каких-то взаимоотношений, значит, пока это не произойдет. Это все очень важно. Значит, вот воспитание детей в этом духе. Вот есть дух, есть душа. Духовное жительство – это то, что угодно Богу. И душа получает спасение. Не убивать. И вот это понимание духовное и душевное, они должны быть вместе, в купе. И тогда обязательно будет огромная польза для всего, и в государстве, и в семье. Знаете, вот православная церковь всегда отстаивала и будет отстаивать верность. Мы становимся православными христианами после того, как мы погружаемся во имя Отца и Сына и Святаго Духа в эту иорданскую струю, мы верные становимся. Верные. Верный муж, верная жена, верный воин, верный президент, верный, все верные. Вот тогда получается то, что угодно Богу. А если нет верности, вот тут-то и получается всякого рода измены, предательства, которые не являются спасительными ни для кого. Поэтому дай Бог, чтобы... Знаете, вот как отец Петр, мой наставник, говорил так: не надо отчаиваться, надо перестать это делать и начать это все потихонечку исправлять. Вот гвоздь, если мы ее получаем как бы кривым, его исправить и дать ей прежнюю форму очень сложно и невозможно. Если можно переплавить, это отдельный совершенно разговор. Поэтому мы должны все это начать с помощью Божией, через православное вероучение, через евангельскую правду, через апостольское строгое такое определение мы все это можем исправить и начать ту жизнь, которая угодна Богу. Конечно, убийство детей – это что, неужели мы не можем понять 14 тысяч младенцев ни в чем не повинных? Эти дети зачатые, которые могут родиться, их можно убивать. И вот дай Бог, чтобы все народы и все государства пришли к этому. Вот тогда, я думаю, это будет началом мирного сосуществования, мирного взаимодействия между всеми живущими народами на этой планете. Отче, а что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы стабилизировать ситуацию, возникшую с абхазской церковью в 90-е, продолжающуюся уже очень продолжительное время? Тут тоже только поможет любовь. Вопрос такой, знаете, актуальный, потому что церковь абхазская, она была, есть и будет. И для того, чтобы, скажем, человек получал вот то необходимое православное спасительное учение, слава Богу, у нас в Абхазии это происходит. По благословению Святейшего Патриарха в 1993 году, когда случилась эта ситуация, значит, и нам было очень сложно. Те, которые имели эту власть духовную, они покинули Абхазию, уехали. И мы, оставшиеся, брошенные, 3 священника, отец Петр, Павел и я, значит, втроем, вот они меня избрали со своим, как бы, старшим священнослужителем. И как быть? Что делать? Ну, я не могу определять какие-то определения. Значит, нет ни одного антиминца на престолах. Ну, как жить, как служить? Вот я выехал сюда, в Москву, по благословению отца Петра. Приехал сюда, значит, и встретился со старцем Кириллом Павловым в Переделкино. Это 93-й год. После войны сразу, где-то в октябре месяце. Ну, и, значит, святейший ответил так: значит, надо ждать. Ну, пока давайте спросим у греков. И вот мы, делегация, значит, Московского патриархата, житель Нового Афона, и еще один человек абхазец, и мы выезжаем на Старый Афон. Там было очень трудно, у меня паспорта не было, там, ну, с трудом добрались мы до Старого Афона, и Кинот там направляет нас к старцу Максиму. Максим такой старец был, понтийский грек. Ну вот как, вот такая ситуация, вот, значит, все брошено, никого нет, как там, что делать? Значит, и вот Максим такой, когда мы зашли во двор, он там жил, где монастырь Иверон.
И во дворе там могила из белого мрамора. А кто похоронен, я говорю, здесь? Это батюшка, говорит, приготовил себе могилу. Вот о чем мы начали говорить, будущее, да? Он себе готовил будущее. И могилу он сделал на свое усмотрение, крест, там, все такое, ну, то, что необходимо. Значит, и когда мы зашли, переводчик перевел там, ну, все, что откуда мы, зачем мы. И он, значит, так долго рассказывал о том, что вот это православное вероучение. Вот сейчас я много вот из всего, что я говорил, много я с его слов. Вот это будущее века, значит, вот это все, что необходимо, надо всем готовить. Не надо там вот эти национальные вот эти противостояния. Это неправильно, это не должно быть. Мы не должны препятствовать, чтобы человек хотел встать на этот путь православный, спасительный. И потом он даже там нас оградил подарками и сказал: держитесь Россией. Там присутствовал представитель Московского патриархата и игумен Петр Пигуль, вот житель Нового Афона Михаил. Он, к чему раз? Это факты, которые были. И вот мы возвращаемся оттуда, значит, и идем, значит, к старцу Кириллу, и вот это заявляем. И в 1994 году Святейший принимает решение, значит, как бы дав нам антимисы, и мы начинаем служить. Вот сейчас прошло 30 лет. Я впервые об этом говорю, и я имею полное право сказать. 30 лет, если ты говоришь, что это мое, и ты там не священнодействуешь по правилам апостольским, ты ее теряешь. И Святейший нам дал возможность служить с этим антимисом, ну, как катакомбная ситуация. И вот Абхазия 30 лет она просуществовала. Вот, слава Богу, Святейший нас направил на этот путь спасительный, антимис, и мы служим, венчаем, погребаем, все, что необходимо, делаем. И когда вопрос возникает, а почему нет абхазского архиерея? И Святейший Кирилл сегодня ответил: я абхазский архиерей. Ну, потому что все, что мы имеем сегодня в этой ситуации, мы никого не обвиняем, ни грузинских архиереев, ни грузинского... Какое право мы имеем кого-то обвинять? Мы говорим, как есть, а там как разумеете. Апостол Павел разве не сказал евреям, будучи евреем, что надо думать и не безумствовать, и не соблазнять. Надо, наоборот, нам всем встать и делать, и проявить человеколюбие, проявить снисходительность, проявить, помочь даже тому, кто в чем-то оказался в неправильном направлении. Постарайся его остановить и направить его на правильно. Это так должно же быть. Ну, поэтому здесь вот ситуация, которая возникла, слава Богу, она, если не было бы вот этого факта, что такое антимиссия? Это значит, без него нет никакой службы, нет никакого спасительного веры. Слава Богу, это у нас есть, а там как Бог даст. Я думаю, это наше состояние православное, чтобы мы только были православными, чтобы не отходили бы от этих правил. Правила, существующие для всех и для каждого. Ведь православная церковь, она не состоит из национальных этих каких-то этнических этих формирований. Она состоит из этих правил апостольских, православная апостольская церковь. Но в отличие от католического мира, в отличие от исламского мира, мы славим Бога, все православные христиане, на своем языке. Вот это величие православия. Разве не так? Поэтому, слава Богу, мы на абхазском языке служим. Есть литургия, переведенная, восстановленная в 1800-х годах во время вхождения Абхазии в состав Российской империи. Ну, так что, слава Богу, это все принадлежит России. Никто не взял на себя эту ответственность после 300-летнего доминанства Османской порты на Кавказе. Это Россия берет и указ батюшки царя о восстановлении православия на Кавказе. И во главе этого указа стоит абхазский князь пожизненно со своей женой. И вот так и начинается возрождение православной жизни. Ну, потом лихолетие советское. Ну, и вот все то, что мы имеем сегодня. Но это не означает, что все это правильно. Все, что было неправильно, надо начать это исправлять с помощью Божией. Я думаю, что и православные, как греки, ответили, держись Россия. Я думаю, и грузины православные это поймут и скажут, да, надо как-то... Нам надо им не препятствовать, а им надо помогать нам в этом православном становлении абхазского народа. Это Абхазо-Грузинское царство. Это мы имеем отношения родственные. Как я вот
говорил, родственные отношения по отношению к абхазской царь женился на грузинской, картлийской, армянский царь Ашот Железный женат на абхазский, и Иван Грозный также. Мы все братья. Надо как-то, если мы родственники, значит, мы должны не убивать друг друга, не унижать, не оскорблять и не лжесвидетельствовать по отношению друг к другу, а как-то жить по православному правильно. Православие – это правильно должно быть все. Мы не можем ни исказать, ни добавить, ни убавить. Вот это и есть православное учение. В эти часы, когда мы записываем с вами этот разговор, в Киеве продолжается трагическая ситуация, трагический процесс вокруг Киево-Печерской лавры. Вы знаете, что впервые за век, как и век назад, когда были гонения богоборцев на церковь, так и сейчас монахов в канонической церкви буквально изгоняют из одной из главных святынь всего православного мира, четвертого удела Богородицы. Как реагировать на эту ситуацию? Какими глазами на нее смотреть? Как видите ее вы? Вот какими глазами? Со слезами на глазах. Это вопиюще, это настолько... Это варварские методы. Вот 2023 года от Рождества Христа род человеческий должен был бы как бы стать добрее, честнее, да, во взаимоотношениях, а все жестче и жестче. Это монофилетизм. Это националистически настроенный, превращающийся чуть ли не в фашизм. Это как такое могло произойти? А такое могло произойти, когда мы начинаем идти против Бога. Когда государство начинает совершать какие-то революционные бунты. И якобы революция, слово такое, да, изменить социальный строй, в котором мы живем. В лучшую или в худшую. Вот посмотрите за ходом истории. Наоборот, все эти революционные события, они худшие, как противоборствующие по отношению к Творцу неба и земли. Зачем? Вот тут-то и получается зло. Злоделанием мы угождаем дьяволу, а доброделанием мы угождаем Богу. Вот давайте будем определять, где зло, там дьявол, а где добро, там Бог. И вот что происходит в этом мире сегодня. Киевская Русь. Как такое могло произойти? Произошло это, может быть, я не такой, там, скажем, историк, но я думаю, было печально, когда царская Россия превратилась в какие-то бунтарские такие события. Сколько славян друг друга поубивало. И участвовали все. И Абхазия оказалась там в этом участии. И сколько народов участвовало в этой ситуации. Я не хочу и не желаю, чтобы цареубийство – это величайший грех. И вот сегодня опять продолжается. Ведь они разрушили Российскую царскую империю, потом создали Советский Союз. И потом Беловежская пуща собирается и распускают всех. Как? Вот результат Киево-Печерской лавры. Это результат всего того, что там происходит. Они знают, что делают. Это мы не знаем. Это разрушители знают, как разрушать. Но они это делают всегда очень, как бы, дипломатично, так будем говорить. На уровне говорят одно, делают другое, думают совершенно другое. Поэтому вот если бы все это было бы по-евангельски, все это было бы по духу православного вероучения, как угодно Богу, этого не было бы. Как можно такое вообще... Это варвары себе такое не позволяли по отношению к тому, что сегодня мы видим. Поэтому я думаю, что... не то, что я думаю, я уверен в этом. Победа будет за правдой. А правда на стороне Киевской Руси. Правда на стороне защитников. Вот никто же не стал на защиту этих 14 тысяч младенцев убиенных, потому что там командовал Ирод. И сегодня, слава Богу, есть святейший патриарх Кирилл, слава Богу, есть Владимир Владимирович Путин, что они сумеют это все остановить. И Господь поможет, потому что правда на их стороне. Защитит, остановить это беззаконие, которое вот в Киевско-Печерской лавры. Это не дай Бог. И это касается всех православных христиан. Если кто-то думает, что это касается только Киево-Печерской лавры, то глубоко ошибается. Это вызов всему миру православному, всему монашеству. Это такое, как можно себе позволять. Поэтому будем молиться, чтобы Господь все это, как бы, по его молитве, как вот я вам, помните, в начале нашей беседы, как уходили евреи от египетского плена?
ушли же, море стало препятствием. Так, я думаю, будет какое-то... Здесь человеческих сил недостаточно. И невозможно это все. Это Господь с неба все. Я думаю, правда на чьей стороне, тут затем будет и победа. Отче, а как человеку православному, который видит эти страшные беззакония и понимает, что это беззаконие, и в чем беззаконие этих действий, как не впустить в свое сердце ненависть? Молитвами, святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй их всех, тех, кто делает это зло. Наша задача молиться за тех, кто наносит вред. Вот любить врага. Вот, это очень сложно, да? Вот они враги Божьи, а мы, православные христиане, должны молиться за них, чтобы Господь их вразумил, чтобы они остановились. Вот это и есть задача всех православных христиан. Спасибо большое. Даст Бог.